центр называется «Детство с Монтессори». Был основан он в 2013 году. Так как мы, педагоги, имеем большой опыт и начинали когда-то свою жизненную деятельность с детских садов, со школы вообще образовательной, и прекрасно поняли то, что знание русский язык является вторым языком, и знание русского языка не на столько высоком уровне в нашем регионе, а знание языков английского и русского, если еще ребенок и знает досконально свой родной язык, дает очень большие перспективы для будущего поколения. Обучать детей русскому языку. В город Ош я приехала уже зрелым человеком, мамой 3 сыновей и дочери, замужем за кыргызом. И приехала в новое общество, в новый менталитет. И это все надо было осознать, принять, изучить и внедрить. Ну и вот с ишаком ходила по воду, все училась, смотрела, как это красивый, вкусный, ароматный хлеб из тандыра. Моя прекрасная свекровь, не зная русского языка, но свекор настолько владел, и все дети мужа, братья, сестры владели очень хорошо русским языком, потому что они тоже педагоги. Вот и я педагог, мои все дети стали педагогами, я и попала в семью педагогов. И настолько культурно, грамотные, цивилизованные люди, живущие в Аиле, Авгантала. Авгантала, да. Это в какой области? А это Базар-Курганский район, где Арсланбаб. Вот рядышком, да, совершенно рядышком. Откуда вы туда? Я приехала из города Днепропетровска, с Украины. Да, и в самом Аиле все просили, ой, приехала русский преподаватель, русский педагог. Приходили даже посмотреть, пообщаться. И просили, вот вы можете наших детей, вот пусть они к вам придут, пообщаться с ними, поговорить. И родственники сейчас даже вспоминают, уже выросли, и вспоминают, как я с ними общалась, как я в игры играла, как пыталась этот русский язык им преподнести в игровом варианте. Вот тогда очень хорошо. На этой основе у нас и центр построен. Потому что дети в игровом варианте изучают, познают. И это очень хорошая методика обучения. То есть стали педагогами, которые английский, и русский, и математика, все. Стало уже понятно, что мы сильны в этом. Мы можем этот вопрос решать я так думаю, на хорошем уровне, потому что еще существует сарафанное радио. По сарафанному радио к нам приходит очень много людей. Одни других приводят, кто-то от кого-то слышал, что здесь есть русские педагоги, преподаватели, здесь есть русский центр такой обучения детей, который наверняка имеем мы хорошее впечатление, результат. Иначе бы никто бы не пришел по сарафанному радио, да? Да. И не привел своих родственников, знакомых, приятелей, соседей к нам на обучение. Вот сейчас все хотят уехать, да? Никто не хочет развивать свою страну, свой город, свой регион. Всем на все, в принципе, легче сказать, что здесь все плохо и нужно уезжать. У вас есть такие планы? Вот этот вопрос, такая семья мне очень радует, что у меня такие дети, семья, родня вся, потому что супруг таким был тоже, что мы вот иногда сидим за чашечкой чая и говорим, давайте поставим себе памятники. Все уезжают, а мы приехали. Я приехала, как бы привезла. И дети мои здесь все учатся, и все и магистратуры окончили, имеют и опыта работы очень много, и такие идейные, каждый какую-то идею тут же ее подхватили, вычитали, выучили. Тот уезжает, этот уезжает, тот уезжает. Уже как бы моего возраста и знакомых-то не осталось, таких друзей, все куда-то уехали.
А мы вот приехали, я приехала, не зная ничего. Впервые попала на Ожский рынок, где огромные эти красивые дыни. И когда кричали с этими тачками «Пош-пош», я думала, что они говорят «Ош-Ош», город Ош. И супругу говорю: а почему эти люди все время говорят «Ош-Ош»? Вот. И в этом «Ош-Ош, Пош-Пош» я поняла, что это мое место. Я езжу много по миру. Я путешествую очень много. У меня очень много родственников живет за границей. Очень живет. А я вот одна со своей маленькой кучкой семьи, со своими детьми живу вот именно здесь, в Кыргызстане. И когда я возвращаюсь сюда, я скучаю. Я когда все посмотрю, похожу по замкам, поезжу по другим странам и начинаю скучать за своим городом. И когда я езжу, говорю: сейчас прилечу в аэропорт Ожский и буду землю целовать. Я не знаю, что меня держит, но уехать не могу. У меня есть все перспективы, у меня есть возможность. Я могу жить и в Германии, я могу ехать и в Сан-Паулу, я могу уехать и в Киев, я могу уехать в Днепропетровск. У меня везде есть близкие, родные, у меня есть сестры, у меня есть дети, у меня дети живут другие за границей, и все. Но я все равно возвращаюсь со своим чемоданчиком снова в город Ош и снова бегу в свой центр, даже не давая себе отдохнуть. Потому что, ну вот, эти детишки, когда приходят, они обнимают и говорят: Валентина Андреевна, мы вас так любим, всем детям. Они рисуют мне открытки, картинки. Я могу прийти, в классе на доске могут быть нарисована я такая вся интересная в очках. И написано: Валентина Андреевна, вы самый лучший преподаватель в мире. И мне, знаете, так сердце мое, хочется этим детям отдать столько, меры для этого даже нет. Неизвестно, какой меры есть. Что бы там ни было, я поднимаюсь, иду и знаю, идешь по городу, и тебя встречают дети, родители, здравствуются, их уже даже не узнаешь, они уже большие, а тебя приветствуют везде и всюду. И так приятно. Это очень приятно. Это награда, это, ну, наверняка мое место здесь. Для наших родственников мы живем за границей. Да. А многие и не знают, что такое Кыргызстан. Друзья, мы уезжаем за границу и начинаем гости, и мы так красиво рассказываем о том, что мы живем в стране, где все натуральное, где все естественное. Вот этот джайлони, что это такое? Как это там лошадиное, как это то, когда это все расскажешь, говоришь: вот этот каймак берешь, и такой красивый, и горячий, лепешка с тандыра, и ты макаешь это все, и сидишь, где вода вот эта, она же поет, вода поет, да? Вода поет, сидишь у этой воды, отдыхаешь, и вот этот каймак с горячей лепешкой, такого, говорю, наслаждения вас здесь ни в кого нету, ни в какой стране. До свидания, я возвращаюсь в Ош. Что вы считаете главным в этой жизни? Ну, например, у каждого есть, я бы не сказала, это жизненная кредо, какой-то жизненный принцип, или, может быть, вот то, на что я опираюсь в этой жизни. Да, это такой актуальный, серьезный и важный вопрос. Каждый, проживая в молодости, мало кто этот вопрос в себе концентрирует, да. А когда становишься зрелым человеком, обязательно, если ты столько-то трудился, отдавал, все, у тебя возникает такой вопрос. Самому себе. Иногда задаешь на досуге вот это все. То, что мы чувствовать себя, что ты жизнь жил, что ты ее проживаешь красиво, продуктивно. Это просто жить вот так, с наслаждением. И это дает тебе еще больше силы. И начинаешь, если честно сказать, даже уважать себя и вокруг себя. И чувствуешь, что жизнь, она... И понимаешь, что жизнь, она дана для добра. Чем больше ты его сделаешь, тем больше к тебе в городе не обойдут, как бы не видит эту Валентину Андреевну, и Веру Георгиевну, и мистер Диму, и
Ирушинию Юсуповну сбежать да преклониться. А все идут с распростертой улыбкой, руками к тебе и говорят здравствуйте, обнимаешь, а ты так вот смотришь и думаешь, и потом понимаешь, оказывается, класс, оказывается, я живу. Вот это и есть моя основа.